Уважаемые коллеги, по поручению президента России проводим с полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Яковлевичем Чайкой выездное совещание в столице Ингушетии, городе Магасе. В июле текущего года исполнится 100 лет со дня образования Республики Ингушетия. В соответствии с указом президента России ведется подготовка к празднованию этой знаменательной для ингушского народа и для всей нашей страны даты. Уверен, что успешная реализация имеющихся на федеральном и региональном уровнях планов и программ социально-экономического развития обеспечит дальнейшее устойчивое развитие республики, повышение качества жизни ее жителей. Уважаемые коллеги, в ходе совещания обсудим дополнительные меры по пресечению деструктивной деятельности недружественных стран, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионах Северо-Кавказского федерального округа. В округе, благодаря скоординированным действиям федеральных и региональных органов власти, при активном участии жителей в целом обеспечивается стабильная и контролируемая общественно-политическая ситуация. Однако не следует забывать, что в конце 90-х, начале 2000-х годов коллективный Запад во главе с США под предлогом продвижения демократии и защиты прав человека в очередной раз пытался разделить нашу страну, отколоть от нее Северный Кавказ. Иностранными спецслужбами, опять же прежде всего США и Англии, оказывалась всесторонняя поддержка действующим в регионе бандформированиям, координировалась их деятельность. Местному населению активно навязывалась идеология религиозного экстремизма, сепаратизма, межнациональной розни. С участием иностранных наемников и членов международных террористических организаций в мирных российских городах совершались жестокие теракты с массовыми человеческими жертвами, осуществлялась масштабная торговля наркотиками, оружием и людьми. Принятые под руководством президента России Владимира Владимировича Путина своевременные решения и меры позволило восстановить конституционный порядок, обеспечить территориальную целостность страны, создать условия для развития регионов Северного Кавказа. Благодаря реализации практических мер и совершенствованию общегосударственной системы противодействия терроризму удалось не допустить распространения терроризма на другие регионы России. Вместе с тем, англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России. Очередным подтверждением этому является открытие в феврале текущего года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Дудаеву. Попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе продолжаются. Яркими примерами служат события октября прошлого года в Дагестане, когда в результате провокаций и подстрекательств из-за рубежа, распространяемых в сети интернет, произошли массовые беспорядки, приведшие к нарушению работы аэропорта. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря оперативным действиям правоохранительных органов и органов власти. На прошлой неделе в ингушском Карабулаке ликвидирована группа из 6 боевиков, приверженцев идеологии
запрещенной международной террористической организацией ИГИЛ и причастных к совершению преступлений террористической направленности. Хочу напомнить слова президента Российской Федерации. Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим, соответствующим образом будем реагировать. Уважаемые коллеги, деструктивная роль США в новейшей истории очевидна. Ни одна другая страна не развязала столько войн и военных конфликтов, не спровоцировала столько разрушительных экономических кризисов. Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязало более 100 войн и военных конфликтов по всему миру и готовится к очередным. Так начавшееся учение Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе под названием «Стойкий защитник-2024», в ходе которых отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, безусловно, повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире. Также планируется дальнейшее расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике. В 2024 году предусмотренные странами НАТО расходы на военные цели продолжают расти, что еще раз подчеркивает агрессивную сущность этого альянса. Реализацию своих несбыточных планов по нанесению стратегического поражения нашей стране коллективный Запад пытается осуществить на Украине, используя неонацистский, террористический киевский режим. Продолжая предоставление масштабной военной и военно-технической помощи, Запад реально участвует в вооруженном конфликте. В связи с провалом разрекламированного украинского контрнаступления и успешными действиями вооруженных сил России, президент Франции Макрон по итогам состоявшегося 26 февраля в Париже конференции, посвященной Украине, не исключил возможность отправки на Украину натовских военных контингентов. По его словам, государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине. А министр обороны США Остин на слушаниях в Конгрессе заявил об уверенности в том, что если Украина проиграет, то НАТО будет воевать с Россией. Президент России в своем послании Федеральному собранию напомнил о судьбе тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, и предупредил о том, что теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны, что у России есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Уважаемые коллеги, вопросы обеспечения национальной безопасности и общественной политической стабильности на Северном Кавказе были и остаются приоритетными в деятельности Совета Безопасности Российской Федерации. В ходе прошлогоднего совещания мы выработали меры по предупреждению экстремистских проявлений на территории Северо-Кавказского федерального округа. В ходе их реализации проведена значительная работа, направленная на выявление и пресечение на территории округа
деятельности радикальных объединений и группировок. Результатом проведенной в округе скоординированной работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти стало сокращение на треть количества преступлений экстремистской направленности. Дополнительно выявлено более 50 лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности. 449 лиц осуждены за преступления экстремистской направленности. Особое внимание уделялось недопущению вовлечения молодежи в незаконные протестные акции и их участие в деятельности различных структур деструктивной и криминальной направленности. В этих целях была усилена просветительская и военно-патриотическая работа. Созданы молодежные центры, в том числе популяризирующие традиционные российско-духовно-нравственные ценности и культуру. Организованы встречи студентов и школьников с участниками специальной военной операции, в том числе с военными корреспондентами. В образовательные стандарты высшего образования внесены изменения, предусматривающие изучение студентами вопросов, связанных с противодействием экстремизму и терроризму. Для руководителей образовательных организаций, педагогов-психологов разработаны методические рекомендации по профилактике межличностных и социальных конфликтов. На базе Центра знаний МАШУК организована подготовка советников, руководителей образовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Активизирована работа по пресечению распространения в сети интернет запрещенной информации. По материалам правоохранительных и надзорных органов, осуществляющих деятельность на территории округа, заблокировано и удалено более 4,5 тысяч экстремистских материалов. С собственниками интернет-ресурсов проведена предупредительно-профилактическая работа. Владельцы социальных сетей, систематически не выполняющие требования по удалению информации, признанной запрещенной на территории России, привлечены к административной ответственности. Так только компания Google оштрафована на сумму свыше 20 миллиардов рублей. Вместе с тем следует отметить, что риски и угрозы осложнения общественно-политической ситуации в округе остаются высокими. Именно поэтому сегодня в ходе совещания обсудим дополнительные меры, направленные на пресечение подобной деструктивной подрывной деятельности. Уважаемые коллеги, США и их союзники продолжают вмешиваться в наши внутренние дела в целях ослабить нас изнутри, дестабилизировать обстановку, наращивают усилия по инспирированию протестных и сепаратистских процессов в Северном Кавказе, задействуют подконтрольные Западу общественные организации, активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативно-информационно-психологического воздействия. Активисты деструктивной оппозиции при поддержке иностранных некоммерческих организаций, международных организаций, зарубежных СМИ и общественных фондов провоцируют рост протестной активности в субъектах Федерации округа в целях подрыва доверия граждан к органам государственной власти. Страны коллективного Запада активно используют международные террористические организации для обострения общественно-политической ситуации. Только в прошлом году на территории округа пресечена деятельность 149 групп сторонников международных террористических организаций. Предотвращено 21 преступление
террористической направленности, из которых 16 терактов. В целях повышения эффективности работы по пресечению деструктивной деятельности недружественных стран на территории Северо-Кавказского федерального округа необходимо сосредоточиться на следующих приоритетных задачах. Выявлять и оперативно пресекать деятельность агентов и пособников спецслужб иностранных государств, а также подконтрольных им некоммерческих организаций, нацеленных на разжигание протестных настроений в обществе и инспирирование идей сепаратизма. Не допустить активизации террористической деятельности на территории округа, в том числе попыток вербовки украинскими спецслужбами жителей округа для совершения террористических актов и диверсий. Обеспечить оперативное пресечение каналов зарубежного финансирования физических лиц и организаций, причастных к осуществлению деструктивной деятельности. Способствовать активному участию патриотически настроенных общественных объединений и граждан в подготовке и проведении массовых общественно-политических мероприятий. Усилить в округе работу по укреплению общегражданской, общероссийской идентичности, духовно-нравственных основ, культуры, сохранению исторической памяти, в том числе оказывая меры государственной поддержки соответствующим проектам. Прошу также руководителей регионов, правоохранительных и надзорных органов обеспечить контроль за оперативной обстановкой, незамедлительно реагировать на любые попытки провоцирования напряженности в регионах, свести к минимуму возможность деструктивных сил влиять на население. Эти и иные задачи обсудим в ходе нашего совещания. Прошу выступающих давать оценку мерам, которые отражены в проекте решения. Уважаемые коллеги, завтра отмечается Международный женский день. Этот праздник наполнен особым теплом и искренними чувствами к женщинам, матерям, женам, сестрам, дочерям. Хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником, особенно тех, чьи сыновья, мужья сегодня мужественно и достойно выполняют воинский долг, защищая интересы России и ее народа в зоне проведения СВО, и пожелать крепкого здоровья, долголетия, душевного тепла и семейного благополучия. Полагаю, что это очень уместно сделать от нашего собрания.